Слово предоставляется Карачакову Владимиру Ильичу, преподаватель школы село Аршаново. Этот человек как раз участвовал на первоначальном этапе, он как раз участвовал при заходе Аршановского разреза. Давайте вот регламент там 5 минут, не более, хорошо? Всем большое спасибо, что сегодня собрались на такой ответственный момент. Я бы просто хотел начать со слов благодарности, в кавычках, нашему Верховному Совету, правительству, общественным формированиям, это Совету ветеранов, Общественной палате, которые, отлично зная, каковы будут последствия вхождения угольных разъездов на территорию Республики Хакасия, палец о палец не ударили. И все это сослались на местные органы власти, на местный народ, говоря о том, только якобы с их согласия эти промышленные предприятия начнут разработку. К нам в Аршаново приезжал Зимин и чуть ли не вступал, ну, будем говорить, в единоборство вот с нами, которые выражали свой ярый такой протест. Конечно, у меня с ним разные весовые категории были, но где теперь Зимин? Поэтому я еще раз обращаюсь и к представителям Верховного Совета, которые, конечно, здесь есть. Есть здесь представители правительства Республики Хакасия и от тех общественных формирований, которые я перечислил. Еще раз, если это говорить прямым таким словом, уважаемые абаканцы, это вот геноцид не только, я хочу сказать, хакасского народа, но это всего населения Республики Хакасия. Потому что вся дрянь, которая идет вот от разъездов, она даже не доходит, ну каким-то образом доходит до реки Абакан, расстилается у нас по Уйбатской степи, где тонут не только скот. Если вот подъедете, посмотрите, тонет скот. Погибает, есть даже человеческие жертвы. И если это продлится до Шалгинова, до Чаптыкова, то вот эта вот наша вся Уйбатская степь превратится в месиво, грязь. И эта вся дрянь будет течь в сторону Абакана. И поэтому я хочу, чтобы среди вас не было равнодушных. Потому что вот только даже не благодаря, а им, равнодушным людям, которые ничего не хотят слышать, ничего не хотят делать, вот наша республика постепенно превращается, мы будем говорить, в будущий могильник, который вот именно погибнет под угольной пылью. Спасибо. И хотелось бы, чтобы была ваша деловая такая поддержка против того, чтобы все-таки наша степь процветала, и хакасы занимались истинными вековыми традициями, это и овцеводством, и коневодством, и земледелием. Спасибо.